Ромашка. На сцене Русдрама хорошо знакомые нам лица. Но что с ними? Почему так неприятно на них смотреть? Да просто это наши пороки в гипертрофированной форме говорят друг с другом и с нами устами персонажей пьесы Островского «Красавец-мужчина». Ах, что это был за ребенок? Это был воск. Из него можно было сделать все что угодно. Все что? Например, смирение. Зоя, ты не должна противиться тому, что говорит тебе муж. Слушай, каждое его слово. Будь верной, Зоя. Будь красивой. Носи самое неудобное платье, пусть даже смертельно сжимает ребра, терпи. Островский всегда писал на злобу дня. Он высмеивал в своих комедиях пороки общества, частью которого был сам. Сегодня мотивы его пьес не теряют актуальности. Режиссер Ирина Дремова уверена, что зритель обязательно увидит это, поймет и, быть может, станет лучше благодаря этому спектаклю. Пусть даже если это будет единственный зритель из всего зала. Но мне кажется, мы забыли, что человек человеку человек. Правда, я очень чувствую о том, что у нас потерялась связь коммуникации, мы перестали учиться быть добрыми друг другу, уважать. Нам нужно найти виноватых, а не попытаться уже сразу разрешить вопрос. И мне хочется, чтобы мы вернули все какой-то доброте, простоте, истине, чтобы мы гордыню всю эту, которая нас убивает, вот есть я и никто больше. Чтобы мы умели признавать, я виноват, я вот такой, я человек. Я верю в то, что искусство, которым мы занимаемся, способно немножко изменить человека. Может быть, это будут 2-3 в зале из 100 тысяч, но если они уже изменятся, чуть-чуть хотя бы, значит, уже все было не зря. Для актеров игра в этом спектакле стала настоящим испытанием, так как им пришлось исполнить роли совершенно не перекликающихся с ними персонажей. Но, по их же словам, сыграть роль человека с совершенно противоположными твоим нравственными установками – это еще один способ вырасти в профессиональном плане. Я, как актер, очень наполнилась. Потому что это что-то новое, что-то другое, потому что вы видели мои роли, вы знаете, что я играю. Это что-то новое, какое-то сопротивление происходит внутри меня. Мне сложно дается эта роль, и я думаю, что это шаг к чему-то новому в моей жизни, в профессиональном плане. Осман Абухба тоже сразу не взлюбил своего персонажа, но попытался найти в нем зерно человечности, уцепился за него и блестяще справился с ролью идеального негодяя. Совсем такого мерзавца не хотелось бы тоже играть, но в нем нашли какое-то, пусть оно и маленькое человеческое зерно, которое потом в конце, я об этом буду говорить, оно может быть как-то выявится, и кто-то, может быть, его оправдает для себя. Я не скажу, что я его этим оправдываю, но хотя бы если чего-то. По словам генерального директора Русдрамы Ираклия Хиндба, Островский как прост для восприятия, так же сложен для воспроизведения. Актеры должны проживать роли, находя опору в себе. Островский очень опасный автор. И на самом деле, при, казалось бы, такой самоигральности его пьес. Пьесы действительно прекрасно читаются, они очень интересные, в них всегда есть сюжет, интрига и все остальное. Когда ты начинаешь переносить это на театральную сцену, хотя Островский писал именно для театра, вскрываются все подводные камни этой драматургии. Это такая драматургия, где очень важен текст. И самое главное, очень важно, чтобы актеры, помимо того, что они этот текст произносят, чтобы они подкладывали под это какие-то свои личные темы. Нужно в человеке раскопать что-то, что по-настоящему его волновало бы. И вот тогда, когда эта тема есть, и он эту тему протягивает через всю свою роль от начала и до конца, тогда что-то начинает получаться. С абсолютной уверенностью можно сказать, что «Красавец-мужчина» – это спектакль, не похожий ни на один из тех, что мы видели в Русдраме. Актеры, перевоплотившиеся в персонажей, олицетворяющих самые низкие человеческие пороки, цепляют нас, показывая, как в кривом зеркале отражаются наши самые потаенные мысли. Потому что я лучше других, я лучше всех вас, я лучше вашего пошлого общества, я другой. Марьяна Потова, Абаза ТВ.